Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о соревновательных дебатах и о том, какие форматы существуют в нашем мире. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это то, что в любых дебатах есть правила. И эти правила начинаются с первого. Это временной регламент. Каждый спикер имеет промежуток времени, за который он должен высказать свою позицию. Второе, что не менее важно, это роль. Он может играть роль утверждения и роль отрицания. Главная его задача – это всегда сохранять свою роль и доказать свою позицию относительно той функции, которую он исполняет. Давайте подробнее остановимся на каждом из форматов. Первый формат, который я хотел бы с вами обсудить, это Линкольн-Дуглас, сокращенно ЛД. Здесь играют два человека. Один из них представляет сторону утверждения, а другой представляет сторону отрицания. Задача каждого из этих спикеров через определенные критерии прийти к одной ценности. Данный формат очень сильно напоминает дебаты в кандидатов в президенты. Следующий формат, который я хотел бы обсудить, это американский парламентский. Устроен он следующим образом. Здесь играют две команды по два человека. И задача каждого из них доказать свою позицию относительно стороны правительства и стороны оппозиции. Следующий формат – британский парламентский. Британский парламентский формат представляет из себя 4 команды, где 2 из них играют за фракцию правительства, а 2 за фракцию оппозиции. Их задача сыграть роль парламентариев в продвижении и лоббировании определенного законопроекта. Хотелось бы отметить, что ежегодно проводятся турниры, где участники и люди, которые интересуются дебатами, могут посоревноваться в своих навыках и способностях. Это чемпионат Европы и чемпионат мира. Каждый раз он проходит в новой стране и собирает все тысячи и тысячи участников, готовых поспорить и подискутировать на определенную тему в этом формате. Еще один немаловажный формат – это всемирный школьный. Устроен он следующим образом. Играют также 2 стороны – утверждение и отрицание. Но команды состоят из 3 человек. Данный формат направлен больше на школьников, точнее, на учащихся общеобразовательных учреждений. Их главная задача – также доказывать определенную свою позицию. К тому же в мире проводятся турниры специально для школьников, где каждый из них может показать свои навыки и свои способности. Если вы хотите подробнее узнать о форматах, а также о турнирах в вашем регионе, то заходите на наш сайт.